Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что случится со дня на день? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что случится со дня на день. И не забудьте поставить лайк. Так, я надеюсь, вы все настроились. Давайте посмотрим. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Напоминаю, что все мои видео заряжены очень хорошей, доброй и позитивной энергетикой, которая помогает вам восполнить силы, решить какие-то вопросы, проблемы и раскрыть свой потенциал, свои способности. Так, мои хорошие, интересная у нас отсыпка вышла. Говорит о том, что деньги у вас идут интересные, непростые, с сюрпризами, с неожиданностями. И все пойдет как-то не по плану. Но это хорошо. Хорошо тем, что вам будут помогать. Вам будут помогать высшие силы, ваш ангел-хранитель. Что-то вы не додумали, либо где-то вы не доделали. А вот высшие силы будут вас перенаправлять, чтобы вы не ошиблись, чтобы вы не разочаровались, да, чтобы все у вас случилось гладенько, идеальненько. То есть высшие силы помогают. Не забывайте высшие силы благодарить за то, что они делают для вас. Так, здесь у меня два человечка, которые будут сходиться, у которых будет разговор. Разговор касается их совместного будущего, любви, отношений, семьи. Но почему-то идет такая история, что как будто бы отговаривают людей. Да, и мужчину отговаривают, и женщину отговаривают. Есть какие-то помехи. Помехи идут от сторонних лиц. То есть против ваших отношений, либо против того, чтобы у вас все получилось, выступают какие-то люди, которые будут всеми возможными и невозможными способами и средствами стараться не допустить того, чтобы вы сошлись, чтобы между вами был мир, лад и покой. Но высшие силы тоже вам будут помогать. Высшие силы, знаете, как будут моделировать такие ситуации, где вам придется и столкнуться, и поговорить, и, наверное, совместно что-то порешать. Значит, мои хорошие, ваши проблемы, они идут извне. Это не вы друг другу не подходите. Это есть люди, которые противостоят тому, чтобы вы были вместе. Вот если вы сумеете договориться, если вы сумеете блокировать вот эти вбросы, да, вот этот негатив, который постоянно льется на вас, на ваши отношения, то вам, понимаете, это вам только счастье да любовь, мир да благо. Вот. Решайте свою проблему в отношениях не с друг другом, а с теми, кто вас окружает и кто постоянно лезет, навязчиво лезет и пытается вас разлучить, рассорить. Ну, по крайней мере, для этого все делает. Я бы вам посоветовала вот провести такой эксперимент. Вот вместе куда-нибудь уехать на несколько дней, если есть такая возможность, да, либо там несколько дней не встречаться, не общаться с другими людьми, ограничить общение. Вы посмотрите, как у вас отношения наладятся. Вы перестанете ругаться, у вас не будет каких-то претензий друг к другу, вы будете чувствовать себя замечательно. А как только вот идет информация извне, все, вот он пошел раздражитель, начинаются там упреки, какие-то претензии, пошли-поехали, все, разругались, опять пух и прах. Высшие силы дадут вам еще один шанс. Еще один шанс, да, по крайней мере, все сделают так, чтобы вы опять сошлись, договорились и как бы с нового чистого листа попробовали начать новую жизнь именно вдвоем. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня выходит ситуация, когда на работе, скорее всего, да, то есть в каком-то обществе людей, больше похоже на работу, женщина может столкнуться с харассментом. То есть к ней какой-то мужчинка начнет очень активно проявлять интерес, причем в какой-то достаточно скандальной форме. Но это неприятно.
Это неприятно и терпеть не стоит, даже если этот мужчина ваш начальник. Нет, ну если этот мужчина вам нравится и вы не против, это, конечно, другой разговор. Но если это против вашей воли и как-то, знаете, вот, ну прям действительно домогательство, вот я не хотела этого слова употреблять, но прям идет оно, домогательство. Здесь, конечно же, нужно обращаться в правоохранительные органы, не бояться, не стесняться, бороться за свои права. Так, кстати, мужчины тоже могут столкнуться с такой, знаете, щекотливой ситуацией, когда женщина, пользуясь своим, например, авторитетом, либо своей значимостью, может быть, какой-то своей позицией, будет намекать. Ну, как бы мужчинам попроще, да, потому что здесь женщина так типа намекает, говорит, ну, ой, что-то мне скучно, а ты такой молодой и красивый, вот есть должность там свободная, либо я там могу тебе какой-нибудь там заказ дополнительный дать, ну и ты тоже, значит, постарайся для меня, тоже можете столкнуться. Мои хорошие, если неприятно, если это вам не нравится, если не в вашей зоне интереса, старайтесь это все блокировать. Да? Не бойтесь, не стесняйтесь, пристыдите этого человека. Возможно, стоит и публично вынести эту ситуацию, чтобы все знали, что этот человек непорядочный. Вот я вас предупредила. То же самое, девчонки, если к вашему мужу какая-нибудь начальница, да, будет приставать, то так мужу и прикажите, чтобы не молчал, чтобы говорил об этом, да, ну, как бы этой женщине отказывал, чтобы не боялся. Потому что я вижу, что власти у этого человека, вот по факту что-то там сделать, испортить для вас, либо для вашего супруга, нет. Нет, такого нет. То есть это как на дурачка, да, типа, я сейчас там надавлю своим авторитетом, человек испугается и, скажем так, поддастся. Это возможно. Вот все, что касается работы, рабочих вопросов, ну, каких-то коллективов и обществ, да, это может быть. Так, а еще по поводу работы. Здесь идут денежки, причем, смотрите, как вы их сразу поделите на две части. Одну часть вы, значит, куда-то относите, да, какие-то, возможно, обязательные платежи, либо кто-то шопинг какой-то конкретный совершит, а вторая часть, она у вас остается. Что мне не нравится, это то, что большую часть вы будете отдавать. Это грустно. Это грустно, должно быть все наоборот. То есть большую часть вы должны оставлять себе, ну а меньшую, соответственно, тратить на свои расходы, там, покрывать свои обязательства. Здесь, может быть, и вы себя не очень почувствуете, в очередной раз задумайтесь о том, что ну как-то это неправильно, как-то это несправедливо, как-то мало я зарабатываю, надо что-то с этим делать, надо. Правильно, надо об этом думать и нужно стараться переломить эту ситуацию. Это в ваших силах, вот реально в ваших силах. Не исключено, что вы с кем-то будете об этом говорить. Возможно, кто-то с вами поделится идеей, советом, что-то вам подскажет. Подскажет по поводу новой работы, либо каких-то дополнительных источников. Но будьте аккуратны. В плане того, что не стоит, например, бросать все, да, и в омут с головой. То есть работа у меня низкооплачиваемая, мне не хватает, поэтому я пишу заявление, увольняюсь и начну искать работу. Нет, вы сначала найдите работу, а потом уже увольняйтесь. Ну, по крайней мере, это будет логично. Так, для тех, кто ищет работу, ничего серьезного я не вижу, каких-то серьезных там предложений. Ну, что-то будет, ну, такое, знаете, бабка надвое сказала. В принципе, там и ни перспективы, ни денег, ничего особого нет. Я бы вам посоветовала, вот вы как-то по кругу ходите, то есть у вас какой-то, ну, как ограниченный, лимитированный, да, источник, откуда вы берете информацию, либо где вы размещаете информацию. Может быть, вам следует самостоятельно размещать свои CV, там, резюме, отправлять, скажем так, работодателям. Да? То есть у многих работодателей есть свои веб-странички, где есть вакансии о работе. Либо если нет вакансий, просто пишите на адрес этой компании, рассказывайте о себе, ну, как бы стандартное там резюме прикладывайте. Может быть, стоит и так поискать. По крайней мере, вот то, где вы ищете, там, ну, там либо ничего порядочного нет, либо, знаете, как-то там грустно идет информация какая-то
какая-то скупая, что ли, да, мало предложений, либо предложения какие-то низкокачественные. Поэтому попробуйте немножечко расширить зону поиска и не стесняйтесь самостоятельно писать и отправлять резюме на адрес понравившейся вам компании. Так, возможно, там следует зайти, там, вот вы, например, продавец, либо вы человек, который, ну, не знаю, там, стилист, да, вы видите хороший салон, зайдите, спросите. Может быть, рекламы нет, но людям требуется. Может быть, они в каких-то других ресурсах размещают свою рекламу. То есть не стесняйтесь. Не стесняйтесь, и тут, знаете, как идет подсказка, что вам нужно более какую-то активную позицию занимать. То есть искать, стараться. Не будьте, вернее, не думайте, что вы будете навязчивы. Наоборот, вы активный человек, вы ищете свою работу, да, вы профессионал, вы себя предлагаете. Это нормально, это не стыдно. По крайней мере, в глазах вашего будущего работодателя это будет выглядеть как активный человек, не пассивный, который там, ну вот я сижу, пойдите найдите меня, а который действительно старается, добивается и как следствие получает. Так, еще здесь могут быть проблемки какие-то с детьми, вот связанные со школой, университетом, с какими-то экзаменами, с получением каких-то допусков, документов. То есть проблемы могут быть плана такого, что вы ну, либо какую-то жалобу на своего ребенка можете получить. То есть там учитель, педагог вам позвонит, скажет, вот ваш ребенок не хочет учиться, там двойки получает, и мы там не допустим, да, какому-нибудь экзамену, какие-то проблемы будем создавать. Здесь не стоит ругать своего ребенка, стоит просто разобраться с той ситуацией, которая сложилась. Во-первых, нужно выявить причину, а что на самом деле случилось, почему ваш ребенок не желает учиться. Может быть, ему какой-то предмет не дается, может быть, где-то что-то не понял, может быть, грубость учителя. Да? Причин может быть 1000 и миллион. И после этого только решать. А просто там идти к ребенку, говорить, что ж ты там двоечник, меня позоришь, тебя же там в университет не возьмут и прочее. Так поступать не надо. Не надо, потому что будет обратный эффект, да, когда ребенок полностью закроется в себе, разочаруется не только, например, в образовательной системе, но и в вас, как в родителе, которые не поддерживают, а наоборот, так же, как и педагоги, гнобит. Вот, чтобы этого не случилось, старайтесь быть рассудительным человеком и старайтесь действительно решать проблему, вот искать первопричину и начинайте с первопричины, и дальше уже, я думаю, вам будет легче и проще. Так, пара-брак. Вот почему-то мне идет информация, что мужчина, да, ну муж, похоже, да, муж, либо сожитель ваш, с кем вы вместе проживаете, в какой-то из дней попытается хитрить, будет куда-то отпрашиваться, либо будет что-то вот от вас прятать, возможно, да, может быть, перепадет ему какой-нибудь там какая-то шабашка, вот, и он эти денежки постарается от вас спрятать, да, сэкономить на что-то для себя там важное и полезное. Это будет очень заметно по поведению, по его тональности. Мои хорошие девчонки, ну, я думаю, вы знаете своих мужей, старайтесь у него по возможности эти денежки все-таки забрать, потому что он их прогуляет. Вот прогуляет и все. Ну, неважно, на что он их прогуляет, может быть, там с друзьями пойдет, а может быть, купит себе какую-нибудь совершенно никчемную, ненужную вещь. Старайтесь эту денежку, которую он получит, забрать. Ну, там будет видно по поведению, и, возможно, ну, вы же мужа своего знаете, да, знаете о его делах. То есть постарайтесь у него эти денежки каким-нибудь образом выманить. Ну, забрать это, конечно, грубо, просто попросить, объяснить, что да, нам деньги нужны там, на семью, на детей, на покупку каких-то важных вещей. Просто тут такой риск, что он эти деньги потратит почем зря. Потом сам будет себя ругать, вы будете его ругать. Ну, зачем вам нужны эти скандалы? Да? Зачем это все нужно, если изначально можно этот вопрос решить? Так, пожилой какой-то человек у меня выходит в плохом настроении. Ну, пожилые люди, это там, родители, бабушки, дедушки, свекры, свекрови, тещи, тести, да. То есть плохое настроение, вы можете от этого человека получить достаточно мощный пинок. Да.
под горячую руку попадетесь. В общем, идет такая ситуация. Не потому, что вы там чем-то виноваты, либо что вас там не любят, не ценят, не уважают. Нет, просто попадете под горячую руку расстроенного пожилого человека. Ну, практически невозможно будет что-то доказать, объяснить. Будьте аккуратны. Если вы видите, что ваш пожилой родственник не в духе, лучше не рискуйте, не подходите и не трогайте. Как успокоиться, все нормально будет. А вот если раздраженное состояние, либо это какое-то даже агрессивное, может быть, ну что-то расстроило, что-то пошло не так, лучше не подходить. Не подходить, чтобы не было потом проблем. А если случится, ну старайтесь абстрагироваться от этой ситуации, понимайте, что ну, любит вас этот человек, ну вот так произошло. Не надо пытаться что-то там доказывать, обижаться. Это дело дурное. Ничем хорошим это не закончится. Так, еще по поводу здоровья. У кого-то на ближайшие дни могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Причиной тому какая-то еда. Еда, ну вот либо питье, либо еда. Больше, конечно, идет еда. Что-то несоответствующего качества, либо неправильное было хранение, либо срок годности уже истек у продукта. Будьте аккуратны, особенно будьте аккуратны с вот этим молочкой. Детям своим, да, если будете давать, тоже прям все проверяйте, там не стесняйтесь, понюхайте, попробуйте. Если что-то где-то смущает, лучше выкидывайте. Даже животным давать не надо. Потому что прям идет, ну вот у человека такое состояние, ну вот прям потеря сил, да, какая-то вялость идет и постоянные боли. Чтобы вам там не пришлось бегать, искать себе доктора, да, разбираться, что случилось, лучше не рисковать. Проверяйте все, что вы кушаете, проверяйте все, что кушают ваши дети, там, ваши близкие, чтобы не случилось непоправимого. И опять же таки тоже могут быть раздражители, это жареное, мучное, какое-то, знаете, безумное потребление, не задумываясь о последствиях. Будьте в этом деле осторожны. Контролируйте себя, контролируйте своих близких. И тогда никаких проблем не будет. Так, есть поездки на природу, возможно, либо в какой-то парк. Но сюрпризы могут быть от погоды. Не у всех, но вот у кого-то прям отыграется, что погода несет свои корректировки, да, и климатические условия не позволят вам насладиться, ну, вот, поездкой, пикником, либо каким-то мероприятием на природе. Расстраиваться не стоит, сохраняйте свое хорошее позитивное настроение, да, можно все это перенести и домой. Вот. Не страшно, главное, чтобы вы отдохнули, даже если вам придется там переехать в дом, перейти в дом, все равно старайтесь сохранять позитив. Вам нужны эти положительные энергии, вам нужны эндорфины, они вас и поддержат, и помогут. И вообще вы заслужили хорошего настроения и позитива в своей жизни. Так, еще есть вещи, которые вас будут напрягать, то есть какие-то сообщения, письма, может быть, кто-то вам обещал позвонить, либо что-то написать, передать. Какая-то информация должна к вам прийти, но она, к сожалению, задержится. То есть вы будете ждать, возможно, будете ждать больше, чем вы рассчитывали. Причин может быть много. Мне показывают, что птичка в клетке. То есть на те дни, которые я смотрю, к сожалению, информации не поступит. А если она поступит, то она будет какой-то, вот, знаете, обрывочной, неполной, неточной. То есть вы можете расстроиться. Не расстраивайтесь, не переживайте, все будет замечательно. Просто вот такое стечение обстоятельств. Информация до вас пока не доходит. Не потому, что люди не хотят, а потому что вот так вышло. Да? Есть какие-то факторы, какие-то моменты, которые не позволяют вам получить ту информацию, которую вы ждете. Это не конец, все будет, будет немножечко попозже. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня интересный такой момент связан с интернетом, наверное. Кого-то найдете в интернете, либо кто-то вас найдет в интернете. Вот тут какой-то огромный интерес идет. Может быть, это какой-то ваш хороший знакомый, знакомая. Может быть, человечек из вашего какого-то прям давнишнего прошлого.
Вот с кем-то у вас прям встреча, скорее всего, в интернете. Ну, по проводам идет. Провода, ну, в основном интернет, там, телефонная связь. Да, вот с кем-то вы поговорите, либо кого-то найдете, и от этого идет большая радость. Удовольствие, радость от общения, либо от того, что вы этого человека опять обрели в свою жизнь. Какие-то очень хорошие разговоры пойдут, и прям вообще настроение поднимется, и комплиментов выслушаете, и сами кучу комплиментов сделаете. Ну так, знаете, неплохо, очень даже и неплохо. Так, какая-то тревога чувствуется, ожидание. Вот, нет, это даже не тревога, а ожидание тревоги, какое-то напряжение. И это не ваше, лично ваше, это как будто бы в социуме, вокруг вас. Идут какие-то разговоры, тревожные переживания, что-то, вот знаете, электричество прям в воздухе. Все будут чего-то ждать, какого-то момента, острого момента. Все будут к этому готовиться, там сидеть и вздрагивать от каждого шорога, а этот момент не настанет. Не настанет. То есть напряжение в обществе будет создаваться, нарастать, ну и потом идет разрядка. Разрядка, вот все успокаиваются, все выдыхают. Поэтому, чтобы вы избежали вот этого дополнительного непонятного заряда энергии, такого негативного, старайтесь просто заниматься своей жизнью, поменьше смотрите, я не знаю, там, телевизор, меньше слушайте паникеров всяких, либо там нагнетателей. Не слушайте, заблокируйтесь, лучше книжку почитайте, да, либо посмотрите какой-нибудь хороший, добрый сериал, либо с детьми своими время проведите, ну, у кого какая ситуация. Вот это будет и полезно, и хорошо, и продуктивно для вас. А сидеть, там что-то там ждать, выжидать, там, выслушивать там всякую панику, чушь и истерию, ну это ни к чему. Вот чтобы вы понимали. Берегите свое здоровье, понимайте, что оно у вас одно, бесценно, и надо, конечно же, за ним следить. Не расстраивайте себя, не теряйте энергетику. Так, по поводу дорог. Дороги открытые, дороги удачные. Ничего тут прям сложного я не вижу. Скорее всего, вот что хотели, то и что задумывали, что хотели, все это осуществится. Опять же таки, будут какие-то корректировочки от высших сил, возможно, будут перенаправлять, может быть, будут меняться ваши маршруты, но это все к добру, к тому, чтобы у вас все было замечательно. И еще хочу предупредить тех, кто планирует какие-то групповые походы, либо места сбора, вот чтобы прям большая группа людей, толпа, вот идет не толпа. Я бы не рекомендовала вам посещать вот такие скопления людей по одной простой причине. Большой риск какого-то члена вредительства. Я не хочу никого пугать, я не хочу тут вносить диссонанс в ваше будущее, либо в ожидание ваших каких-то планов. Но старайтесь избегать. Если вы видите переполненное, например, кафе, либо переполненный, там, не знаю, торговый центр, магазин, лучше не идите, лучше подождите. Потому что могут быть моменты вот именно членовредительства. То есть кто-то кого-то заденет, люди могут там всячески там толкаться, случайно может что-то произойти. Ну, я не вижу какого-то прям фатала, но тем не менее предупреждают о том, что лучше избегать каких-то вот масс людей, да, скопления массы людей. Лучше этого избегать. Либо подождать, пока люди, там, толпа рассосется, либо обойти, там, пойти в другое место, чтобы вы вот, не были в эпицентре, да, когда там толпа хлынет туда-сюда, чтобы вас там толпа не носила. Так, еще пьянство. Пьянство, убой. Мне не очень нравится. Тут два человечка, скорее всего, они выпившие. И, скорее всего, могут затеять какую-то драку, потасовку. Ну, какие-то неприятности могут быть. То есть обходите пьяных. Старайтесь сами там не злоупотреблять, да, больше, чем, например, там, отведено по нормам. Вот. Ну и не вступать в полемику с людьми, которые явно выпили. То есть это для вашего блага, для того, чтобы все было замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.